Всем привет, меня зовут Семен Кочетин, это штаб Навального, а это ЧГУ, самый большой и самый богатый вуз в Чувашии. Старший преподаватель с ученой степенью кандидат наук получает здесь 25 тысяч рублей. В странах с экономикой, сопоставимой с нашей, педагоги получают куда больше. У нас же людям просто недоплачивают. Но более того, многие помнят, что были такие майские указы, главное предвыборное обещание Путина. И по этим самым указам в России есть 11 категорий бюджетников, зарплата которых особенно оберегается государством. Так, средняя зарплата учителя, медсестры и воспитателя детского сада должна составлять 100% от средней зарплаты по региону. В Чувашии это 26 125 рублей. А врач, научный работник и преподаватель вуза должны получать в среднем 200%, то есть 52 250 рублей. Покажите мне преподавателя в ЧГУ, которые получают такую зарплату. Кто-то может получать больше средней зарплаты, и это отлично. Кто-то может получать немного меньше, но никто не должен получать намного меньше, в 2 раза. А ведь они отчитываются перед нами, говорят, что майские указы выполнены чуть ли не на 100%. Вот что говорит Михаил Игнатьев. Михаил Васильевич, не помните, сколько вы направили на стимулирующие выплаты врачам и среднего медперсонала? И насколько, скажем, за 2 года с 10, 11, 12 выросла средняя заработная плата специалистов и среднего медперсонала? В абсолютном выражении я могу сказать, по врачам у нас рост составил 31%, по медработникам он составил 35%. Данная динамика у нас продолжается, и мы все те задачи, которые поставили вы, и мы перед собой ставим, будем выполнять. В проекте бюджета на среднесрочную перспективу полностью это у нас заложено. А куда идут деньги, недоплаченные педагогам? Ректор ЧГУ Андрей Юрьевич Александров точно знает ответ на этот вопрос. Он находит применение деньгам и делает просто баснословно дорогой ремонт в зале ученого совета в административном корпусе ЧГУ. Он покупает ковер за 549 тысяч, стол за 1 300 000 и двери за 997 тысяч рублей. Людей обманывают и недоплачивают им зарплату. Люди не знают, сколько они должны получать. Они боятся и не понимают, что с этим делать. А жулики типа Андрея Александрова этим пользуются. Но у нас есть решение. Мы придумали систему, которая скажет, какую зарплату вы должны получать, которая при помощи юристов напишет за вас жалобу и которая отправит ее в администрацию президента, представителю президента в ПФО, главе Чувашии Михаилу Игнатьеву и в прокуратуру. Наш сайт unionnavalny.com – это инструмент борьбы за зарплату, которую недополучают педагоги, соцработники, врачи и воспитатели детского сада. Вам не нужно любить или не любить Алексея Навального или меня, чтобы понимать, что бюджетников обманывают, такие как Андрей Александров и Михаил Игнатьев. Нам не важно, каких политических взглядов вы придерживаетесь. Нам важно, чтобы люди в самых важных сферах в нашей стране получали достойную зарплату. Переходите на сайт unionnavalny.com и проверьте, не обманывают ли вас. Если вам повезло, скиньте ссылку своим знакомым, которым повезло меньше. Вместе мы добьемся справедливости.